во мне это увидели, и мне сказали: Гульнар, давай, занимайся. И нас надо выводить прям в социальные сети максимально, во все пространства, чтобы о нас только твердили. И вот итог, о нас говорят все, и в Москве только о нас и говорят. Всем привет, я Даня Аникин, автор проекта «Моя немалая родина». Сегодня у нас в гостях Гульнара Яруллина, координатор Национального конгресса татар в Москве. Всем привет. У меня очень много знакомых татар в университете. Расскажите, пожалуйста, подробнее про татарское землячество, чем оно занимается, что это вообще такое. Я мало пока знаю то, что просто какие-то мероприятия. Чат есть у вас? Ну, расскажу немножко о себе. Вообще, я сама родом из Казани, из столицы Татарстана. Да, это мой родной город. Вот, я родилась там, отучилась в институте на программиста. О, так мы с вами коллеги. Да. Ухты у нас химико-технологический институт, вот, и я там на программиста отучилась. После этого я переехала в Москву. И что ты думаешь, первое, что мне было... Почему я тут начала скучать? Это, конечно же, про родноречие, по своим родным, потому что мне их здесь было мало, хотя были родственники. Но, конечно же, когда ты переезжаешь из Казани, из такого родного города, где все на татарском, все разговаривают на татарском, и все там такое какое-то родное, свое, ты приезжаешь в огромный город, мегаполис, и ты тут теряешься реально. Ты думаешь, а где что? И теряешь свою идентичность, теряешь все свои корни. И когда у тебя, получается, какие-то возникают вопросы касаемо там, откуда ты, что ты такое. Первое время я вообще работала в самой крупной корпорации, Сбербанк, наверное, тоже слышал. Да, конечно. И когда я говорила, что я из Казани, мне говорят, откуда? Из Казахстана? Ну, то есть, Ого. типа, да. Вот такое то, что... Ничего себе. Меня даже как-то путали, потому что в Сбербанке работали разные национальности, начиная там Азербайджан, и Казахстан тоже в том числе. Но когда я говорила, что я из Казани, мне говорят, откуда из Казахстана? Я говорю, нет, это Татарстан. То есть Татарстан, типа Казахстан, ну, типа одно и то же. Я говорю, ну окей, сюда можно из Узбекистана тоже это приплести. Вот. И, конечно же, в принципе, Татарстан был представлен в Москве. У нас есть свое посредство на Котельнической набережной. Вот, у нас там есть, получается, целая компания, кто представляет Татарстан тут. Вот. И после этого как-то у нас были концерты. У нас самый большой концерт Татар-Жире проходит в Кремле раз в год. Вот. И я узнала об этом, конечно же, подтянулась, и я захотела пойти послушать свои любимые татарские песни. Пришла на этот концерт, и я на тот момент, у меня уже были здесь подруги, я переехала к подруге, и вот я познакомилась с нашим идейным вдохновителем Ималием Рустам Фаизовичем. И я, когда увидела то, что он вот возле себя как-то собирает всех молодых, он такой говорит, вот давайте там подходите, познакомился с нами. И первое, куда он позвал на свой день рождения. У нас на тот момент был на Кутузовском проспекте ресторан «Заман». Назывался, вот. И у него день рождения проходило. Почему вот именно так, да? У него именно день рождения проходил, как будто это не его день рождения, а как будто это какой-то татарский национальный праздник. То есть там все должны были прийти с чем-то таком национальным. Там было все, и конкурсы, и, конечно же, татарские певцы, татарские представления. И я такая пришла, я думаю, я попала опять в какой-то там свой татарский уголок. И после этого как-то мне это все опять взбудоражилось, то, что вот у меня тут вообще ничего не было связано с Татарстаном. Скажу честно, даже когда жила в Казани, я не задумывалась об этом. Есть такое, да. Но согласен. когда ты живешь согласен, в своем городе, вроде бы там типа, татарка, тебе там еще 500 000 татар в Казани. И ты такая, о своей идентичности вообще не задумываешься. Я такая, ладно. И я вообще этим не занималась. И не думала, что я буду этим заниматься. Скажу честно, я даже по-татарски такая, типа, я не буду разговаривать. И как-то
А на своем национальном языке я в Казани, живя в Казани, я не разговаривала с родителями, причем принципиально. У меня папа с мамой там всегда там со мной разговаривали на татарском, а я им отвечала на русском. Это вот как-то так было. Ну вот у меня на самом деле тоже похоже. Мне рассказывают мои одногруппники то, что также в Татарстане, ну как-то вот так к татарскому языку, а здесь они понимают то, что это вот частичка их, это их отличает от других. И вот как раз-таки про эту идентичность, да, ребята тоже начали больше там употреблять. Углубляться, я тебе скажу, и начинают узнавать, им это интересно. И вот опять-таки к вопросу тому, как я к этому пришла, вот, и мы познакомились, и после этого я смотрю, возле него всегда вот татары. То есть вот это, в принципе, сообщество, оно уже существовало до этого. Угу. А я, просто как бы больше 10 лет назад как переехала, такая вот пришла, такая, так классно, родное, все там по-татарски разговаривают, все что-то такое. И как-то тоже начала ходить. Но там было все такое шапошное, знаешь, типа а-ля, вот ты знакомый, приводи своего знакомого, у нас будет свое какое-то такое, тусовка, можно сказать. Типа все из Татарстана. Татарстан и рядом регионы, потому что был не только Татарстан, а из ближайших. У нас очень много нижегородских татар, потому что они, в принципе, территориально они ближе. Да, там тоже, да, близко. И по факту они, наверное, быстрее сюда приехали, потому что, что там, 400 километров. Да. А у нас 800 почти. Хотя у нас сейчас новая трасса М12 построена, тоже по времени намного быстрее. И вот после этого я как-то мне стало это интересно, а так как я айтишник, и мне стало интересно это как-то развивать больше в массы, в пространство, медиа, и как пиарщика мне тоже мне было интересно, и я говорю, и во мне это увидели, и мне сказали: Гульнар, давай, занимайся, и нас надо выводить прям в социальные сети максимально, во все пространства, чтобы о нас только твердили. И вот итог, о нас говорят все, и в Москве только о нас и говорят. На самом деле, да, вот я перед встречей тоже говорил, просто на самом деле, вот если сравнивать с какими-то другими регионами, там не хочется никого обижать, но, понятное дело, вот о каком-то сообществе, о комьюнити я слышал только у Татарстана. Есть мероприятия, да, какие-то по праздникам, есть еще, знаю, чат у вас. Угу. Смотри, по поводу мероприятий. В нашем комьюнити, как Национальном конгрессе татар, штаб татар, наверное, все привыкли называть его. Почему? Потому что изначально это называлось как штаб. Штаб, квартира, все такое. По факту это у нас реально квартира. У нас квартирники, потому что мы находимся на Таганке. У нас 200 квадратов, и там все в таком стиле, лофт. Ой, прикольно. Да, мы там ее иногда называем частная картинная галерея, потому что там все стены в картинах. Вот, это все подарки, конечно же, таких же много людей очень, которые приходят, дарят, хотят частичку себя внести в эту нашу галерею, вот, и в нашем пространстве проходит непосредственно очень много мероприятий, но вот единственное, что интересно, наверное, молодежи, это каждое воскресенье у нас Якшембе, Яшляр Кишесы. Что значит Якшембе — это воскресенье, Яшляр — молодость. Типа а-ля вот такая воскресные студенческие вечера. Ага, и что там делают? Изначально мы собирали всегда студентов. Для чего? Для того, чтобы они как раз-таки друг другу помогали, знакомились. У нас очень много людей, даже элементарно, как-то через кого-то знакомых приходят и говорят то, что ты учишься в моем институте? Да ладно, типа. И вот так как-то у нас найди меня. Мы уж там прикалываемся между собой, то, что у нас какой-то там между собойчик потом организуется. И потом уже, приходя у нас, они как-то напитываются у нас, потому что в каждом институте есть свои землячества. То есть и в вашем институте тоже есть землячество, оно активно очень, и мы их всегда поддерживаем. То есть раз в год в каждом институте фестиваль культур проходит национальных разных, да, и мы обязательно представлены. Я говорю тоже всем студентам землячества, если у вас какие-то есть необходимость что-то сделать у нас, мы предоставляем вам и костюмы, и какой-то танцевальный номер. И обязательно, конечно же, наша любимая татарская выпечка.
Блин, круто. Это на самом деле вот тоже об этом задумывался, именно вот о том, что вот им комьюнити для первокурсника, например, условно, который приезжает, это же очень важно, потому что ты приезжаешь, у тебя нет вообще никаких связей, и ты пытаешься цепляться за людей, ну, с которыми тебя хоть что-то связывает, и вот это хоть что-то, наверное, самое актуальное здесь в Москве, это то, что там человек из твоего родного города, из твоего родного региона. В чем также еще наша уникальность? То, что мы также нашим студентам, те, которые приходят на наши воскресные встречи, говорим то, что рассказывайте о нас. И таким образом, вот видишь, даже до тебя дошло. Да. Как бы. Едут там первый курс, условно. Да. Блин, это очень круто. На самом деле жалко, что, ну вот, допустим, я из Пензы, мне очень жалко, что у нас нет такого, потому что даже вот сейчас мне очень интересно познакомиться с ребятами, которые из Пензы, но сейчас в Москве. Очень много. Тоже в пензенских из Пензы, татар. пензенских. Блин. Скажу историю про Пензу. У нас на наших встречах познакомились, понравились, женились, и мы всем как бы нашими активистами, 30 человек, сняли, целый вагон поезда, отправились в Пензу и в Кузнецкий в асфальт. Круто, классно. Вот видите, опять же, очень интересно это происходит, вот это вот такое как-то обмен культур. Блин, очень круто. Также помимо наших национальных родных встреч, да, мы и уже выходим за рамки, мы также проводим, как ты говоришь, обмен культур разных национальностей встречи. Из-за этого мы также хорошо сотрудничаем и с государством Азербайджана, Узбекистана, и из других регионов. Вот. Блин, это очень круто. Получается, что миссия татарского землячества в Москве. Объединение татар, сохранение национального языка, нашего, конечно же, и наших ценностей, потому что в чем также еще наша уникальность? То, что у нас очень сильно высока ценность именно нашего народа, то, что мы очень уважаем предков. И из-за этого, да, и у нас идет вот это сохранение идентичности. Из-за этого мы тянемся друг к другу, и мы вот все равно подсознательно думаем то, что вот он как-то ближе, он не обманет, он там что-то не предаст. И вот это как-то есть. И у нас родители все равно, в нас вбивают тот факт, то, что свое ближе и родное. И если ценности одинаковые, ты же будешь понимать его намного лучше, доверять ему будешь. Из-за этого у нас и идет вот это, то, что к нам приходят, тянутся. Новички тоже, я говорю честно, даже не только татары, у нас есть и русские из Татарстана. Они говорят, я же тоже там из Татарстана. Да, есть тоже такие знакомые, что говорят, не татарка из Татарстана, вот что-то такое, да, блин, тоже круто, да, есть ребята. Есть, у меня Елизаветка, приходит, то есть я же не говорю то, что ты не татарка, все, ты к нам не приходи. Я говорю, то есть мы разговариваем на татарском языке, мы стараемся, конечно же, на всех встречах, и всем говорим, разговаривайте, не бойтесь, не стесняйтесь вообще, то есть я максимально там стараюсь сама с ними разговаривать на татарском, когда там забывается, я говорю, ой, давайте вспомним. Бывает то, что стесняются, реально стесняются разговаривать, а после того, как мы еще песни поем татарские под баян, вот, и тогда уже все, конечно же, раскрываются, вспоминают вот эти застолья домашние, которые были, и уже как-то становится все расслабленнее. И у нас сама по себе обстановка такая, понимаешь? У нас это как квартирник, там везде диваны, там везде стулья, кресла. Ты куда хочешь, туда идешь, там, где тебе комфортно, ты остаешься. И вот, конечно же, мы приглашаем наших баянистов и поем песни. У нас вот в таком плане дружественные встречи проходят. А потом также вот активно призываем, чтобы в своих землячествах тоже как-то искали татар. То есть так ты слышишь какую-нибудь татарскую фамилию, но они же все равно на слуху. Имена там какие-то татарские. Вот ходишь, знакомишься, говоришь, вот, привет, пошли там. Пойдем У нас вместе. есть такое сообщество по поводу чатов. У нас самое большое комьюнити чата, также создала я в Телеграм-канале. У нас уже больше 3000 человек там. Вот. И в чем еще уникальность? У нас называется чат тот же, да, штаб татар и башкир, потому что
все равно мы с башкирами как бы рядом, соседи, Мгм. и у нас нет такого, то, что мы делим. Потому что у нас есть и татары, которые живут в Башкортостане. Ага. И из Башкортостана. И из-за этого, ну, как бы мы, чтобы их как-то не обижать, потому что когда у меня был просто штаб татар, мне все-таки мы не будем туда заходить только из-за того, что он там татар называется. Я такая, ну, окей, я максимально консервативна в этом плане, то есть я очень демократична, я со всеми стараюсь дружить, общаться, потому что я за объединение. Мгм. И какие-то вот такие мелкие, то есть принципы для меня это, ну, не то, что из-за чего стоит как-то разногласия создавать или что-то такое. Из-за этого, да, окей, хорошо, давайте я так еще напишу то, что и башкир. Из-за этого и как бы и комьюнити у нас и общее, Мгм. а в студенческом чате уже около 1000 человек. Классно, правда. Вот я еще какие-то мысли, которые у меня лично до этого были, еще в начале про идентичность говорили. Я понимаю то, что я об этом тоже думал, мне очень тепло становится на душе. То, что не один я так думаю, что действительно это очень важно. Именно вот вы говорили про не потерять себя в Москве. Это действительно очень важно. И, собственно, вот мы для этого придумали вот эту всю затею. Очень классный у вас Ясно. проект. Мне прям очень интересно, почему я откликнулась. На самом деле очень много разных предложений поступает. То, что типа помочь, чтобы мы здесь друг другу помогали, все были вместе. И таких людей реально очень много. И мне это радостно, когда мне говорят то, что там я был на свадьбе, а знаешь, где они познакомились? У тебя. Я говорю, ой, так классно, приятно. Даже, ну, типа не позвали меня, сами провели свадьбу. Как бы и мне уже приятно, несмотря на то, что там, типа, они нас не позвали. Но на свадьбу нас приглашают. Окей. Получается, мы с вами обсудили такую часть про землячество. И теперь я бы хотел с вами вот поговорить о таком более личном. Вот что лично для вас означает малая родина? Ну, для меня малая родина, что для меня малая родина? Моя родная Казань. Да, Это даже не малая подготовились. родина, это моя отдушина, потому что мне повезло, я в год бываю 3 раза, наверное, в Казани, потому что на Новый год я стараюсь приезжать к родителям. Потом в течение еще года, там в мае, у нас, когда бывают какие-то форумы, у нас также Татарстан очень активный в этом плане, очень поддерживает и национальную политику в плане наших достижений, проводят всякие форумы, и я тоже туда всегда езжу, посещаю. У нас информативное поле у меня очень сильное. За счет этого там приглашают на телевидение выступать тоже, вот как рассказывать свои, как я там в Москве с татарами работаю. Вот, и мне повезло в этом плане то, что я стараюсь максимально проводить много времени с родителями. Вот, и именно та родина, где я родилась, слава богу, у меня родители живы, у меня есть дом свой с родителями, да, я возвращаюсь туда, и я просто вспоминаю то, как мы ходили. У меня есть там в поселке родителей озеро большое, а мы с братишкой, у меня есть родной братишка, мы его раньше, когда в детстве, обходили полностью. Вот, и это было какое-то такое для нас развлечение. Мы всегда с братом были очень близки, ну, как бы, опять-таки, родительское воспитание, то, что вот вы друг с другом есть, и больше никто, вы должны друг друга поддерживать во всем. То есть вот вы друг у друга, и как бы остальные, вроде бы есть, но вы не предадите, и все, вот самый близкий человек тебе. И у нас из-за этого вот это прививается уже с детства. И родители тоже, конечно же, уважительное отношение к взрослым. Дедушки, бабушки, папа нас очень любил всегда, потому что мы там приходили к нему, помогали, там давайте, чем помочь тебе, еще что-нибудь такое. У мамы там бабушка, она нас тоже там любила, бабушки там вкусные татарские
кастебы, там треугольники, это было просто самое-самое вкусное. Конечно же, когда я приезжаю в Казань, мама там начинает мне: так, сегодня треугольники, завтра балиш, завтра каждый день. Так, потом я уезжаю, она говорит: так, я тебя всем накормила, все. Типа, для меня это уже услада души, то, что она меня там накормила всеми яствами, которые там я люблю, которые там обязательно должны быть. Вот, родина моя малая, это мой родной дом. И вот тогда еще вопрос. Ну, мы его затрагивали частично в начале. А зачем вообще, вот почему важно сохранять связь с родными местами? Почему важно сохранять? Это, конечно же, потому что знать свои корни самое главное, откуда ты пришел, потому что у тебя это всегда будет в жизни откликаться. И звать, зов души, он будет всегда. Ну, то есть, вот опять-таки, почему я пришла в Москве к этому? Я, если переехала в Москву, могла бы этим вообще не заниматься. А у меня зов души, видишь, он проснулся только в Москве. То есть, живя в Казани, я бы вообще не занималась вообще этим вопросом, ну, как бы не развивала бы эту тематику тут. А тут я приехала, и все, и у меня тут так, надо это сделать, чтобы чтобы все там друг другу помогали, чтобы обязательно не забывали своих родных. И это какая-то необходимость души. Даже на психологическом уровне ты всегда будешь хотеть возвращаться в свой родной дом, где тебе безопасно, уютно, и ты будешь себя чувствовать в безопасности, самое главное. Это, наверное, безопасность. Ну вот, в какой-то степени. Да, мы тоже в прошлом выпуске нашем, в первом, разговаривали с психологом, да, собственно. Да, это, скорее всего, про безопасность, про то, что можно мысленно возвращаться куда-то вот туда, откуда ты родом, и чувствовать себя в безопасности. Вспоминать о детстве, о том, как было хорошо. Вот. И тогда в конце у нас традиция. Мы ее запустили в прошлом выпуске. Вы уже поделились, конечно, воспоминаниями о своем родном доме, но, в принципе, я думаю, можно еще... Дополнить? Да. Какое-то вот такое самое теплое, самое теплое воспоминание о родине, о малой, о доме. Самое теплое воспоминание, наверное, я жила всегда в своем доме. То есть я не жила в квартире. Благодарна родителям то, что у нас был свой дом. Я выходила летом, там мы сажали клубнику. Вот этот факт, то, что у тебя есть огород свой, своя клубника, своя зелень, своя картошка, конечно же, сажать, собирать. Вот это все в мае начинаем сажать. Причем у нас было такое, я тоже ездила последний раз в Казань, вспоминали с сестрами. У нее очень много сестер, очень много братьев. И мы вспоминали тот факт, что у папы 2 родных брата, их 3 родных брата, и он их всех перевез к себе поближе. И все живут в одном поселке. Ой, круто. Вот, и у нас была такая традиция, то, что мы сажали картошку, все друг к другу ходили по семьям. То есть у нас получается так, а раньше же картошки там были там самые длинные ряды, там что-то по гектарам, что-то такое. Огромные, да, огороды. Да, и у нас такое ощущение, то, что мы целую, неделю сажаем картошку. Сначала там у старшего брата, потом у среднего, потом у младшего. И так и мы ходили по всем огородам, сажали картошки. Наверное, это самое такое воспоминание. Но последнее, вот, которое мы вспоминали с нашими братьями родными и сестрами. У меня просто все так же было. То есть я тоже родом не прямо из Пензы, а из Пензенской области. То же самое. Много родственников в деревне, и также ходите картошку сажаете. По всем, пока не пройдешься, потому что ты такой думаешь, когда уже закончится эта картошка. Да, было такое. Вот. В общем, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Спасибо большое, что откликнулись. Вот огромное спасибо. Спасибо тебе большое, Данила, то, что пригласил, потому что я на самом деле погрузилась опять в свою какую-то интересную часть жизни. Я очень была рада поделиться с вами, потому что я считаю, что такие проекты там надо быть обязательно, и чтобы они тоже
хват все больше и больше брал, потому что обязательно нужно знать свои корни, не забывать, также нести их в массы. Спасибо.